Всем привет! Сегодня я продолжу проходить вторую готику. Так, и сейчас пойдем... вот сюда пойдем, в пещеру. И будем убивать гоблинов. Хороших. На тебе. Так вот. Рубили гоблинов. Стоят вот эти черные грибы собирать. Они будут пригодятся. Кстати, не помню даже старые восстанавливать. Так, дальше. Так, у нас это магия есть. Дальше советую пользоваться либо магией, либо луком. Но я обычно магией пользуюсь. Потому что если пробовать справиться с ними вручную, вот это вряд ли получится. Конечно, может, некоторые игроки и могут вручную справиться. Но не знаю таких игроков, которые могли бы справиться вручную с ними. По крайней мере, я еще таких игроков не встречал. Так, теперь у нас огненный шар. Ага. Сначала надо ману восстановить. Сейчас пойдем рубить жуков огненных. Ой, не огненных жуков, а полевых хищников. Одного убили. Сейчас второго. Вот так вот их. А здесь у нас еда. Позже, когда вы освоите шкуры, собирать, когда научитесь, сможете среди полевых хищников снимать шкуру. Но пока вы это не умеете, и пока вам это даже пока не надо. Как я говорил, наверное, уже в предыдущей части, что в этой игре есть 3 гильдии, наемники, ополчение, они же паладины, и маги огня. Я не советую за магов начинать играть, кто первый раз, по крайней мере, играет. А кто играет второй раз, может пробовать и пройти за магов. Но за магов играть сложно, потому что сначала вы станете послушником, и только после этого станете магом огня. А еще позже станете членом высшего совета. Растения. Будьте с ним. Это ты? Точно. Ох, как я рад видеть тебя. Кто играл в первую часть, наверное, узнал нашего старого знакомого. Как ты оказался? Это был безумный побег. После того, как барьер рухнул, я бродил там некоторое время в полном смятении. Потом я потратил несколько дней, пробираясь через все эти леса, пока наконец не оказался в этой долине. И Диего, Милтон и Горн все еще в долине рудников. По крайней мере, я так думаю. Что произошло? Что произошло? После того, как спящий был повержен, все братство как будто сошло с ума. Без своего хозяина они стали напоминать пустые оболочки. А ты? Что насчет тебя? Со мной тоже не все было ладно. У меня были кошмары и даже галлюцинации. Но когда в моей голове более-менее не прояснилось, я побежал оттуда. Как-то мне показалось, что я видел, как огромная черная тень налетела на группу беглецов и сожгла их в пепел, накрыв гигантским облаком огня. Тогда я даже подумал, что это прилетел дракон.
спросить. Сколько ты уже скрываешься в этой долине? Точно не знаю, может неделю. Но есть еще кое-что. Когда я пришел сюда вечером, я взглянул на эту гору. Там стояло всего несколько деревьев. А когда я посмотрел туда же на следующее утро, там уже стояла эта башня. Я готов поклясться, что раньше ее там не было. И с тех пор я не покидал эту долину. Ты имеешь в виду башню Стардоса? Я знал, что он на многое способен. Но создать башню вот так запросто... Сардос? Некроман? Он живет в этой башне. Мне это не нравится. Не волнуйся. Это он спас меня из храма спящего. Он на нашей стороне. Ты должен сказать сразу об этой теме. Ты должен рассказать Сардосу об этой теме. И это может быть важно. Ты не думаешь, что мне показалось? Ты хочешь сказать, что это действительно был дракон? Да, ты опять лезешь в самое пекло. Я прав? Не сказал бы, что в самое. Пока. Хорошо. Если это так важно, то я зайду. Но не сейчас. Сейчас я собираюсь отдохнуть. Я все еще измотан после этого бегства из колонии. Мне кажется, у тебя большие планы. Увидимся позже, у Сардоса. Так, вот мы с ним поговорили. И сейчас пойдем убивать крыс. Ой, взял. Вот. Здесь волк. Прилетает. Это мучает. А, молодая кривомуха. Где-то я справился. Там ничего нельзя. Теперь поведем сюда. Сейчас мы правимся здесь крысами двумя. Тремя. Не советую тут забегать. Довольно-таки опасно. Кстати, мы с вами получили, по-моему, первый уровень. И второй. Первый уровень получили. Это очень неплохо. Нечего взять. Сейчас мясо. Здесь мясо. Здесь мясо. Здесь кошелек. И трава. Так, кошелек нам нужно открыть. Посмотреть, что там. А там 50 монет. Сейчас мы. Ну что ж, я это пока сохранюсь. И всем пока. Увидимся в следующей части.